Как говорили мудрые люди, скажи слово, и я пойму, кто ты. Вот мне хочется понять вас, хочу, чтобы вы поняли меня в лице правительства, хочу, чтобы вы знали, что сегодня представляет правительство наше, какие у нас цели, какие задачи стоят перед нашим республиканским обществом и вообще общероссийским обществом, к чему мы стремимся, что мы хотим сделать, что улучшить, с чем мы хотели бы, так сказать, покончить и забыть, чтобы все это ушло в прошлое. Я хотел бы, как говорится, посмотреть, чем сегодня интересуется молодежь Ингушетии, не только студенчество, но и вообще. То есть прошу вас выйти несколько за рамки, так сказать, вот студенческой сферы. Пожалуйста, любой вопрос, любая тема, я готов с вами общаться. Вопросы и ответы. Пожалуйста. Мусам Ажитович, вы совсем недавно вступили в должность председателя правительства Республики Ингушетия, с чем мы вас от лица всей студенческой молодежи искренне поздравляю. Хотелось бы спросить, с какими проблемами и трудностями вам пришлось столкнуться на новом рабочем месте? Спасибо. Я очень рад, что мне представилась такая возможность проявить себя. Это огромное доверие, естественно, в первую очередь главы республики Юнусбека Баматгиреевича. Он сделал ставку на меня, что там скрывать. Он ждет от меня каких-то новшеств, какой-то свежей струи в экономике республики, каких-то новых дел. Естественно, он ждет резких перемен к лучшему. Почему я говорю о главе республики, так подчеркнуто? Потому что если ждет глава республики отменять, значит ждет весь народ. Он представляет народ наш. В первую очередь, наверное, отметил бы такую проблему кадровую. То есть я заметил, что несколько кадровый потенциал у нас в республике слабоват. Может быть, это зависит и от нас, от руководителей, в большей степени, скорее всего. Потому что я не поверю, что у нас нет ярких личностей, я не поверю, что у нас нет талантливых людей. Их, наверное, очень много, не наверное, а я уверен в этом. Наверное, нужно уметь выявлять, выбирать. Вот. И в этой связи должен сказать, что большая надежда на вас, на наш Ингушский университет в первую очередь, на студенчество, не только студенчество Ингушетии, но и всех наших соплеменников, которые учатся за пределами нашей республики. Вот вы наше будущее. Вы те, кто должен дальше нести, так сказать, работу правительства и вообще всех структур, и вообще все, что должно делаться хорошего в республике, это должно делаться вашими руками. Буквально на днях мы заняли второе место в чемпионате СКФО. У меня вопрос. Будет ли способствовать правительству Республики Ингушетия в создании и формировании, функционировании на базе нашей команды Ингушской лиги КВН? Какую пользу вообще юмор может принести в общем? Басни Крылова. Это был тот меч в свое время, который боролся с общественными пороками так, что никакая судебная система не могла повлиять. Когда читаешь басни Крылова, то кажется, что эта басня написана прямо сегодня. Разве это не так? Например, у сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день пришел к ручью напиться, и надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ну и так далее, и так далее. Разве это не о сегодняшнем дне? Георгий Данелли, режиссер,
Что он сделал в свое время? Он настолько сблизил целые народы, русский народ с грузинским народом, чисто за счет противодействия на уровне юмора двух культур, кавказской, грузинской и русской культуры. То есть вот там вот этот непонимание, антагонизм между двумя культурами, он настолько это перевел в плоскость юмора, Георгий Данелли, что это воспринималось очень даже позитивно. Вот он пример сближения целых народов, культур через юмор. Все, что делается полезное и нужное нашей республике молодежи, будет поддерживаться, будет вам оказана всяческая помощь, и с нашей стороны вы увидите абсолютную поддержку. Это я вам обещаю. Беков Руслан, студент 4-го курса юридического факультета. У меня вопрос, который касается, наверное, всей молодежи, он касается досуга и развлечений. В нашей республике очень слабо развита досуговая и развлекательная индустрия, и поэтому нашим жителям, как мы все знаем, приходится ездить в Нальчик, Махачкалу, Грозный и другие города ближайшие, чтобы тратить там деньги. Так вопрос такой, почему бы не сделать так, чтобы эти деньги работали на республику? Создать здесь сеть развлекательных каких-то центров. Это, с одной стороны, будет приносить прибыль бюджету местному, а с другой обеспечить рабочими местами учащуюся молодежь нашу, как это сделано в других субъектах. Спасибо. Должны быть для молодежи досуговые центры, какие-то такие места, где молодежь должна собираться, где молодежь должна общаться. Ведь посмотрите, что сегодня происходит в нашем обществе. Свадьбы наши проходят очень тускло. У Пушкина есть такие слова: «Домового ли хоронят, ведьму замуж выдают». То есть напоминает. Непонятно, свадьба это или похороны. Вот до такой степени мы довели уровень наших мероприятий. Нам, к сожалению, когда к нам приезжают гости, нечего бывает показывать в плане какой-то нашей общей культуры. Что-то такое, где мы, собравшись вместе, могли бы продемонстрировать вот какие-то наши обычаи, даже пусть это будут обычаи того же застолья. Там. Не нужно нам забывать наши обычаи, традиции, это очень хорошо, это в конце концов наш корень, который держит нас на этой земле очень плотно. Конечно, нужно строить, и с этой целью делается много. Я вам должен сказать, буквально несколько дней тому назад мы принимали делегацию из Москвы по вопросу строительства спортивного комплекса на 3500 мест. Я считаю, что вот этот досуговый комплекс, спортивный, значит досуговый, он будет очень полезен для нашей республики. Причем там будут предусмотрены не только те виды, которые присущи парням, но и будем делать упор на спорт женский. Может быть, мы предусмотрим и нашу ментальность, скорее всего так. То есть чисто женский, чисто мужской вид спорта. Нам придется строить, может быть, разные спортивные залы. Ничего страшного, мы и по этому пути пойдем, с учетом нашей ментальности. Дворец культуры, камень уже заложен. В этом году мы начинаем строительство Дворца культуры. Это будет масштабное здание, которое будет украшать как столицу нашу, так и будет полезно в плане проведения мероприятий. То есть вместимость 800 мест. Первый зал и 400 мест второй зал. Более того, Дворец культуры будет иметь и кинозалы, 2 кинозала будет. Более того, драматический театр строится, запланирован по федеральной целевой программе развития Ингушетии.
Александр Игоревич. Вот как правильно сказали, культура – наш стержень. И, как известно, наш народ выходил из всяких бед из-за своей стойкости, сплоченности и уникальной морально-нравственной культуры. К сожалению, которую мы тратим с каждым днем, и мы являемся этим свидетелем. И потому у меня такой наболевший вопрос, у нас было такое предложение. Как вы считаете, было бы хорошо или правильно ввести в средние общеобразовательные учреждения, высшие учреждения такие дисциплины, как культура ингушетии, история ингушетии, чтобы уже на школьном уровне школьники уже учились нашей культуре и традициями, обычаям, и, как вы говорили, этим элементам, зоохолом, застолье, чтобы все это уже на школьном уровне знали, и уже придя в высшее учебное заведение. Пусть это будет урок в школе или рубрика на нашем телевидении, или рубрика в газетах, там, ну, я имею в виду, к примеру. То есть нужно посмотреть, каким образом это сделать, но то, что нужно нести в массы нашу культуру, это однозначно. Правительственная комиссия Российской Федерации заседала, и Юнусбек Баматгиреевич читал доклад там, он представлял республику. И вы знаете, очень много полезного мы сегодня услышали, то, что ожидает нашу республику. И в первую очередь по линии вот, музеев. Значит, Юнусбек Баматгиреевич поставил вопрос о том, что в республике не хватает несколько музеев, что наши уникальные исторические комплексы в Джарахском ущелье нуждаются, так сказать, в определенном внимании и так далее. Он рассказал о том, что делается республикой и какие меры мы собираемся предпринять. Но, естественно, нам сегодня нужна поддержка в этих вопросах. И он поддержку эту получил. Муса Мажитович, у меня вот такой вопрос. В последнее время наблюдается рост цен на все товары, и в то время как размер заработной платы остается неизменным. Как ваши отношения? Ну, как вы на это смотрите? Вы, наверное, следили за выступлением Путина перед Госдумой недавно. В течение 4 часов шла такая беседа с депутатами, где Владимир Владимирович поставил вопрос о заработной плате работникам бюджетной сферы. И вообще он заострил внимание о вот этом дисбалансе, так сказать, рост цен и заработная плата. Поэтому мы сегодня этим вопросом опять-таки занимаемся. Мы просчитали, вот сегодня мне с утра докладывал министр финансов, что за 4 месяца для работников бюджетной сферы, чтобы добавить зарплату в том объеме, чтобы она была соразмерной, так сказать, сегодняшнему прожиточному минимуму, ну, образно говоря, не в прямом смысле, а образно говоря, чтобы можно было жить, как говорится. По долгу службы приходится встречаться с большим количеством людей, давать поручения, выявлять наиболее эффективные кадры. И какие личностные качества человека для вас являются определяющими? Это трудолюбие. Самый главный вопрос. Ну, естественно, к этому прикладываются такие моменты, как, естественно, творчество человека, его умение, так сказать, сорганизовать самого себя в первую очередь, ну и если он еще и умеет организовать рядом находящихся людей. Нужно выбрать определенную профессию и добиться успеха вот в этой профессии. Пусть это будет мастер, просто мастер, но чтобы он был отличным мастером. Студентка 4-го курса юридического факультета Майсарвата. В прошлом году на встрече с Мапониным нашим студентам была выдвинута идея о создании Северо-Кавказского лицея. И именно вот на территории Республики Ингушетия. Вопрос является актуальным, потому что это могло бы способствовать не только достижению каких-то результатов в области образования, но также и укреплению и развитию межнациональных связей на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Вот как вы лично относитесь к этой идее и готовы ли правительство оказать содействие в ее реализации? Спасибо. Все правительство с удовольствием затянуло бы в Ингушетию все мыслимые и немыслимые учебные заведения и центры и так далее. Да, мы этот вопрос ставили, мы его ставим. Вот, например, наш Горский кадетский корпус. А почему бы его не сделать северокавказским? Я не знаю, получится ли на базе республики вот такое учебное заведение. Если я скажу, что да, это будет неправда, я не уверен. Но то, что в Северокавказском округе будет такое учебное заведение, это точно. Да, мы прогремели о том, что Китай хочет прийти к нам и наладить швейное производство, вдруг к нам обратился никто иной, как Валентин Юдашкин. Связался с Юнусбеком Бамадгиреевичем и предложил свои услуги. А давайте я налажу швейное производство в республике. Да с удовольствием. Пожалуйста. И вот сейчас мы по поручению главы республики ведем как раз проработку вопроса. Вот. И я вам должен сказать такую интересную вещь. Валентин Юдашкин заинтересовался этой темой настолько, что последний его показ мод открывался лезгинкой ингушской. Рада вас видеть через столько лет. Вы такой же красивый и умный, каким были студентом нашим. Мне особо дорого то, что вы, наш студент, выпускник, сегодня достигли таких высот. Дал я тубол. Как вы обещали в начале встречи, что будет теплая встреча, непринужденная обстановка, так она и проходит. Спасибо вам. У нас очень много хороших отличников. Вот это все ребята, выступавшие, и студентка Мальсагова, это наши лучшие студенты, это наша гордость. Мусама Житович, судьба наших выпускников решается. Прошлый год, позапрошлый год мы выпустили прекрасных студентов. Никто из этих отличников не трудоустроился, кроме Шавхалова. Ну, он у нас умница еще в студенческие годы сумел. Пожалуйста, помогите нашим выпускникам. Спасибо за теплые слова. Спасибо за то, что вы сохранили вот память о нашей молодости, лучшие годы. Вот когда мы были такими, будет введена система, наверное, отсева, так сказать, из определенных структур этих бездарей, которых там понабрали в течение десятков лет. Мы будем фильтровать, будем проводить какие-то кадровые комиссии, мы будем смотреть, кто соответствует, не соответствует своему занимаемому месту. Мы будем избавляться от всех тех, которых набрали вот по этим признакам. Это, к сожалению, очень сложная работа, она не одного дня. И, естественно, будем менять на перспективных, на талантливых молодых людей. Спасибо вам большое, что вы посчитали возможным приехать. Мы вам очень благодарны. И большая благодарность за поддержку университета. И вам спасибо огромное, руководству университета в первую очередь, ректору вашему. Я вас уверяю, у вас очень талантливый, мудрый руководитель, и вам отдельно очень повезло в этом плане. Это первое. Второе. Я получил огромное удовольствие, общаясь с вами, потому что вы сегодня задавали те вопросы, которые очень важны для республики.